Добрый вечер, друзья! На календаре последний день 2019 года, и я рада, что сегодня мы проведем его вместе с вами. Что ж, это были 365 замечательных дней. Мы были лучшими на борцовском ковре. Мы вместе с каждым из вас радовались победам новой, восставшей из пепла Алании. Мы отчаянно болели за наших боксеров и дзюдоистов, тяжелоатлетов и тэквондистов, каратистов и армрестлеров. Мы сжимали кулаки, наблюдая за каждым нашим спортсменом, и радостно поднимали руки вверх, видя их триумф. Да, были поражения, неудачи, но ведь так вы, любимые спортсмены, становитесь еще крепче. – 2019 год был богатым на спортивные события и достижения. Остинские спортсмены показывали и доказывали свое превосходство на международных и европейских площадках. Безусловно, самая богатая россыпь медалей была у вольников, поэтому о них отдельный репортаж. Мы же расскажем, какими наградами радовали болельщиков представители других видов спорта. Начнем мы с последователей Дзигоро Канно, с одного из самых изящных видов спорта – дзюдо. Этот год для остинских дзюдоистов был достаточно напряженным. Победы нужны были, чтобы увеличить шансы попадания в олимпийскую сборную. Наиболее весомые награды завоевали Инал Тасоев, Аслан Лапинагов и Алан Хубецов. Все трое стали победителями чемпионата мира среди военнослужащих. Также на счету ребят победа на чемпионате Европы и на турнирах Большого шлема и Мастерс. Мы всегда не бываем довольны, поэтому хотелось бы, конечно, лучше, но то, что есть, то тоже радует. Чемпионаты, первенства мы прошли хорошо в сборной команде и по юношам, и по молодежке, и по взрослым. Довольно много наших дзюдоистов в составе сборной России борются. На пятки нашим лидерам наступают и молодые дзюдоисты. Георгий Елбакиев и Давид Гамосов также привнесли в копилку немало наград. Ребята понимают, что конкуренция в российской сборной не шуточная, поэтому сидеть сложа руки никак нельзя. Победы одноклубников – лучшая мотивация. В этом году на татами блистали и девушки. Мадина Таймазова и Ирена Хубулова стали лучшими на Кубке Европы. Мадина еще успела привезти с летней универсиады серебряную медаль. Тем не менее, времени на отдых у спортсменов практически нет. Судьба может улыбнуться многим, поэтому они должны быть в полной боевой готовности. Буквально 3-го уже выезжаем в Австрию. Подготовка уже к Новому году, к турнирам. Сейчас всех распишут, кому где участвовать. Идет отбор на Олимпийские игры. И очень важные буквально старты. Каждый старт дает очки. Хотелось бы, чтобы мы не пропустили и удачно выступили на этих последних таких отборочных соревнованиях, которые перед Олимпиадой. На предолимпийских турнирах права на ошибку нет. Нашим дзюдоистам еще предстоит проверить свои силы в Израиле, Париже и Дюссельдорфе. Остается пожелать удачи. Кстати, во время интервью главный тренер сборной республики Алик Бекузаров, пользуясь случаем, попросил поздравить жителей Осетии. Но как тут откажешь? От имени федерации, от руководителя федерации, от всех наших дзюдоистов, которые тут собираемся на тренировку, поздравить всех жителей нашей республики с наступающим Новым годом, пожелать им крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия. Спортсменам, которые готовятся быть на празднике спорта в Японии, в Токио, хорошо подготовиться, чтобы не было травм, чтобы мы на этом празднике спорта были в лидерах. Пока наши дзюдоисты делали подсечки и броски на татами, тхэквондисты наносили оппонентам молниеносные удары и также собирали урожай медалей. Год назад для спортсменов был построен великолепный дворец спорта. Если есть такие условия, то ребята просто обязаны выигрывать, что они в принципе и делали. Они завоевывали награды как на российских, так и на международных турнирах.
Честно говоря, я доволен, потому что если рассматривать нас в олимпийском срезе, то из 4 олимпийских весовых категорий, например, мужских, 2 первых номера – это с Владикавказа, Цакоев и Гурциев. Сармат Цакоев – один из первых номеров нашей сборной. Завоевал 2 медали высшей пробы на 2 европейских соревнованиях. Одна из них в олимпийской весовой категории. Поддержал почин товарища и Георгий Гурциев. Он также стал лучшим на первенстве Европы до 21 года. Георгий Танделов добился успеха на первенстве России среди юниоров до 21 года. А вот прекрасная Анисия Челахсаева стала чемпионкой России. В настоящее время они показывают достаточно серьезный результат. То есть они как бы по возрасту, они только вступили в молодежный уровень. Поэтому мне кажется, что программа «Максимум» была выполнена для нас. Я доволен результатом этого года. Ребята сейчас на заслуженном отдыхе, но уже в феврале их ждут международные отборочные старты к чемпионату Европы, который пройдет в мае в Боснии и Герцеговине. А вот армрестлеры своими победами уже никого не удивляют. Награды и медали уже традиция. Но это не значит, что мы не должны их поздравлять. В принципе, мы в этом году выступали во всех соревнованиях 2019 года. Все соревнования, естественно, были с большими наградами наших спортсменов. В принципе, мы в этом году довольны нашими результатами ребят, которые выступали на международных и всероссийских соревнованиях. Чемпионами мира в 2019 году стали Роман Церекаев, Хаджимурат Залоев и Мадина Каирова. А вот Родион Джоев стал самым юным победителем первенства мира. Отметим, что в этом репортаже мы говорим только о победах на самых крупных соревнованиях. Если рассказывать о всех медалях, то времени может не хватить. Кстати, без медалей с соревнований никогда не возвращалась титулованная Ирина Макеева. Но в этом году она заявила о завершении карьеры. 21-кратная чемпионка мира и 36-кратная чемпионка Европы войдет в мировую историю армспорта как железная леди, чью силу признал даже великий Арни. Ну а если она решит посвятить себя тренерской деятельности, то вполне возможно ее подопечные будут радовать болельщиков красивыми победами. Тяжелая атлетика – еще один вид спорта, где наши ребята добиваются побед. Нам есть кем гордиться. Остинские спортсмены завоевали множество наград разной пробы на всероссийских соревнованиях. А вот 2-кратный чемпион мира Руслан Албегов завоевал бронзовую награду на международных соревнованиях в Токио, в очередной раз доказав, что является одним из сильнейших тяжелоатлетов в мире. Ранее в Северной Осетии международные соревнования по боксу никогда не проходили. Этот год стал исключением. В марте впервые прошло первенство Европы. Во Владикавказ приехали сильнейшие спортсмены Старого континента. В весовой категории 64 килограмм выступал единственный представитель Осетии Алан Абаев. Судя по поединкам, проигрывать дома он не собирался. Алан уверенно дошел до финала и, обыграв турецкого боксера Тугрула Хана Эрдемира, взошел на высшую ступень пьедестала почета. Медали также на счету Давида Дзукаева, который стал бронзовым призером первенства России. Не осталось без наград и Арнелла Хитеева. Она завоевала бронзу на чемпионате Европы. В конце года Дворец спорта «Манеж» принял участников и зрителей масштабного турнира по боксу. Здесь проходил титульный поединок за пояс WBA. Подопечный нашего легендарного тренера Виталия Сланова Федор Чудинов одержал победу над представителем Франции Хасаном Джикамом и подарил остинской публике настоящий праздник. В этом году спортивную карьеру завершила не только Ирина Макеева. Подобное решение приняла и наша рэперистка Аида Шанаева. Напомним, что она является 4-кратной чемпионкой мира, 3-кратной чемпионкой Европы, а также победительницей Олимпийских игр в Пекине. Надеемся, что в скором времени у нас появятся новые титулованные спортсменки по фехтованию. Тем более потенциал есть. Так, в этом году Марина Кисаева стала серебряным призером Кубка мира среди юниоров. Ну и как же без смешанных единоборств? Они в республике популярны, поэтому, наверное, и есть чем похвастаться. За прошедший год наиболее значимым событием стала победа Никиты Кульшина на чемпионате мира по ММА. А настоящим подарком для остинских любителей стал турнир «Аланская битва», который собрал полный зал. В 2019 году были победы у представителей пауэрлифтинга, которые взошли на высшую ступень на международных соревнованиях. По карате чемпионкой России стала Алана Кочиева, ну а спортсмены с ограниченными возможностями в очередной раз доказали свое превосходство и радовали болельщиков победами. Надеемся, что 2020 год принесет больше побед и наград. Мы же с удовольствием будем рассказывать об успехах остинских спортсменов. Анна Джикаева, Азамат Асламурзаев, Татаркан Гукаев, Сергей Дидикаев. Спортивный интерес.
Наши спортсмены, конечно, очень крутые, и спасибо им, что радуют они нас своими победами. Но вы знаете, я тут немного загрустила и вспомнила, как все начиналось. Добрый вечер. В прямом эфире национального телевидения спортивный проект «Передача». В студии с вами Кристина Кокаева И по трассе Лайв. Здравствуйте, друзья. В студию. Ну что, Кристина, пришло время для твоей рубрики. Что на этот раз опробовано? Ты думаешь, я тебе прямо сейчас так называю сказала? Секрет? Смотрите. Давай. Всем привет! На календаре вторник, а значит с вами передача «Спортивный интерес» и, как обычно, по трассе Лайв. И Кристина Кокаева. Да. Все, это был второй раз, больше он не продлит. Пожалуйста, идите на тренировку, будильник сработал. Еще есть Мария Дегурова. Но с этого сезона их количество увеличилось. Алана Чочева дебютировала в Чертаново в свои 15 лет. 15 лет. В 15 лет. И уже в высшей футбольном лиге. Высшей лиги. Она регулярно подключена. Это была передача. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Берегите себя и спасибо, что были с нами. Лови. Я прошу в эту студию зайти лучшую лысину Иристон ТВ и, наверное, лучшего соведущего. А я так просила, чтобы Батик пришел. Батик, привет. Новый год же, да, Батик? И в конце концов должны желания сбываться. Поэтому я загадываю, чтобы ты провел этот эфир со мной. О, Батик! Честно говоря, я не знаю, как я тут так быстро оказался, но раз я здесь, Кри, я рад тебя видеть. Батик, я тоже рада тебя видеть, но у меня сразу мысль. Может, мне надо было $1 миллион в этот момент загадывать? Ну, вместо миллиона теперь ты упустила свой шанс. Ладно, шучу, присаживайся. На самом деле я очень рада, что ты сегодня здесь, потому что ты автор, ты тот, кто придумал эту передачу. Ты первый ведущий, в конце концов, и мне очень хотелось, чтобы сегодня ты был рядом. Ох, все, прекращай. Спасибо, что позвала. На самом деле, я всегда рад здесь быть. Начнем? Давай, поехали. Поехали. Батик, тогда давай сразу с места в карьер. Какие виды спорта тебя удивили, порадовали, огорчили в этом году? Ну, удивила, наверное, Алания. Вот точно, порадовала Алания, потому что, наконец-то, команда возродилась. Огорчили. Ну, расстроило меня немножко завершение карьеры моей любимой спортсменки Ирины Макеевой. Кто бы сомневался. Многие порадовали, честно, перечислять всех, наверное, не буду, так как точно кого-нибудь забуду. Но многие порадовали. А борьба? Как тебе борьба? Супер. Если в прошлом году мы ее так немножко критиковали, и вот я сам, в частности, с Хетагом Газюмовым был такой эфир, когда мы позволили себе критиковать сборную, то в этом году все поменялось. И к чести Хетага должен отметить, что сборная Республики Северная Осетия Алания в этом году выше всяких похвал. Ты вот прям как раз в тему мне говоришь, потому что у нас есть сюжет по итогам года о борьбе. Угадай, кто автор? Да даже угадывать не надо. Георгий Гасиев. 2019 в России был годом театра. Спортивному обозревателю сложно судить, насколько хороши были остинские актеры в уходящем году, а вот оценить работу вольников можно легко и вполне даже объективно. Прошедшие 12 месяцев запомнились любителям борьбы яркими выступлениями и зрелищными победами остинских вольников. Кто-то громко заявил о себе на международных турнирах, кто-то уверенно подтвердил свое лидерство, а кто-то провел работу над ошибками. Но обо всем по порядку. Борцовский сезон традиционно начинается в конце января с международного турнира «Иван Ярыгин». Он является одним из самых престижных. На состязания съезжаются не только первые номера, но и молодые перспективные атлеты. Традиционно на красноярском ковре разыгрываются путевки на чемпионат Европы. С Ярыгинского турнира у нас не такие уж хорошие были сначала результаты. Мы планировали отобраться на Европу. Ситуация изменилась к лучшему в начале весны на Кубке мира, который прошел в Якутске. Цвета национальной сборной защищали сразу 4 остинских борца. И если к победам Седакова и Бойцаева зритель потихоньку привык, то уверенное выступление Владислава Валиева и Давида Баева приятно удивило. Все наши вольники внесли весомый вклад в победу сборной России над остальными борцовскими державами. А Владислав Валиев спустя 3 недели взял новую высоту на чемпионате Европы. И пусть ему не удалось реваншировать свое поражение у Фатиха Эрдена, так как турок не дошел до финала, но Валиев одолел ряд сильных соперников и заслуженно победил. Чемпиона по достоинству встретили на родине. Ну, цель будет чемпионат России. На пути там будет очень хорошие спортсмены все. Чтобы Россию выиграть, это самое трудное, что есть. Даже с Европой не сравнить.
Валиев оказался прав, конкуренция на чемпионате России настолько высока, что его впору сравнить с мировым чемпионатом. В этом году чемпионат России прошел в Сочи. В Ледовом дворце «Айсберг» развернулись очень горячие схватки во всех весовых категориях. Если в легких весах представители Дагестана забрали все золото, то в тяжах господствовали остинские вольники. Острая борьба развернулась в средних весовых категориях. Одна из самых ожидаемых встреч состоялась в весовой категории 74 килограмма между двумя опытными борцами. Вывеска Курбаналиев-Цаболов украсит абсолютно любой турнир. Два чемпиона мира разных лет заставили зрителей стоя досматривать схватку. Цаболов проиграл важнейший старт и прекрасно понимал, что чемпионат мира в Нур-Султане пройдет без него. Однако настроение остинским болельщикам поднял Давид Баев, выступающий в весовой категории 70 килограммов. В финале одному из самых молодых и перспективных остинских борцов противостоял Разамбек Жамалов. В прошлом году представитель Хасавюрта уверенно заявил о себе на чемпионате страны. И на этот раз воспитанник Адама Сайтиева намерен был забрать золото, но у Баева были серьезные претензии на этот счет. Атлеты подарили зрителю настоящее зрелище. Этой победой Баев взвалил на себя огромный груз ответственности, ведь благодаря сочинскому триумфу Давид получил путевку на чемпионат мира. Давид Баев стал чемпионом России, давно ждали от него, молодой парень. И он доказал, что он на тот момент был конкурентоспособен, показал очень яркую борьбу. Даже когда мы ехали на мир, то почему-то мы не сомневались, что он станет чемпионом мира. На чемпионате страны запомнился и Артур Найфонов. Он выступает в весовой категории 86 килограммов. Артур уверенно пробился в финал. Эта схватка не пестрила красивыми бросками, но тактическая борьба была сравни шахматной партией. Найфонов оказался сильнее своего земляка Владислава Валиева и отправился на чемпионат мира. На казахстанском ковре, по сути, у него был один противник, представитель Ирана Хасан Яздани, который оказался сильнее на стадии полуфинала. Тем не менее, Найфонов смог выиграть бронзовую медаль и завоевать олимпийскую лицензию. Надеялись на Артура, что он проявит характер, проявит силу воли и все же может выиграть его. Я лично был уверен. Может, некоторые специалисты, критики говорили, что пока ему рано об этом думать, чтобы его выиграть, но мы его готовили к победе. Как и сборная команда, так и наши тренера, его личные тренера. Но он стал бронзовым призером. Я думаю, что это неплохой результат. Для него это успех. Конечно же, он был расстроен своим результатом. Давид Баев впервые попал на соревнования такого уровня. Чемпионат мира – настоящее испытание для молодого спортсмена. Тренерский штаб выделил солидный кредит доверия остинскому вольнику. И Баев не подвел. Уверенно одолев своих соперников, Давид стал настоящим открытием 2019 года. Чувство счастья приумножил Заурбек Сидаков. На прошлогоднем чемпионате мира он шокировал всех, одолев самых сильных борцов в весе Сайтиева. В Нур-Султане ситуация повторилась, и соперники, кстати, тоже. На этот раз в финале был повержен Франк Чамизо. За прогрессом Сидакова приятно наблюдать, и хочется, чтобы победная серия скромного чемпиона продолжалась еще долгое время. Завершился сезон третьим международным турниром Аланы, и его смело можно называть турниром возвращения. Достаточно много времени прошло с тех пор, как Сослан Рамонов выступал во дворце спорта Манеж. Зритель отдал дань уважения олимпийскому чемпиону, неистово поддерживая его. Рамонов турнир выиграл, но нужно отметить, что от своей лучшей формы он еще далек. Конечно, очень приятно. Вдвойне приятнее побеждать дома. Я очень хотел здесь, именно здесь, начать свою дорогу, которая у меня была тяжелая до этого времени, немножко травмы были, преследовали неудачи, но слава богу, что здесь у меня все получилось. В рамках турнира Аланы также болельщики горячо встретили Хетика Цаболова. Он уверенно победил своих оппонентов и вновь напомнил о себе. А в 2020 году Хетик намерен вернуться в сборную России и составить серьезную конкуренцию. Тренер поставил задачу, здесь надо было выиграть, мы плана придерживаемся, идем дальше. Дальше видно будет, завтра новый день.
сядем, обговорим этот момент тоже. Эффектную точку турнира поставил Батрас Газаев. Астинский тяж закончил 2019 год очень зрелищно, выиграв 4 турнира подряд. Судя по всему, Газаев намерен вмешаться в борьбу за звание сильнейшего тяжеловеса страны. Молодежь также хорошо поддержала почин старших товарищей, успешно выступая на международных стартах. Особенно ярко выделяется Чермен Валиев, чей прогресс нельзя не заметить. Напомним, что он занял 2-е место на первенстве мира, однако это скорее недоразумение, чем закономерность. А вот победа на турнире Аланы – серьезный сигнал для тренерского штаба сборной России. Я думаю, что лучше всех об этом может сказать это личный тренер Кахабер Зукаев. Но с моей точки зрения тоже человек прогрессирует, хорошо прибавляет. Я думаю, что в Олимпийский год он в любом весе будет претендентом минимум на медали. Победителем первенства мира до 21 года стал Алан Багаев. Его таллинский успех был вполне ожидаемым. Ведь на гусовском турнире в финале он одолел своего принципиального оппонента Сотиева. На Аланах у Багаева борьба не пошла, и он уступил другому перспективному земляку Батырбегу Цакулову. В ближайшие дни страна будет отмечать Новый год, а вот борцам будет не до отдыха. Под пристальным наблюдением своих наставников они продолжают подготовку к международному турниру Иван Ярыгин, до которого остается меньше месяца. Георгий Гасиев, Татаркан Гукаев, спортивный интерес. И мы продолжаем. И сегодня у нас в студии главный по спорту в нашей республике. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Алан Анатольевич Хугаев. Кто, как не вы, можете помочь нам подвести спортивные итоги года. Спасибо большое, что сегодня вы к нам пришли. И сразу вопрос. Вас, можно сказать, бросили на амбразуру. Как вам удалось быстро понять, что, как, что нужно делать, как со всем справились? Спасибо. Действительно, этот год, можно сказать, это назначение было непростым, потому что, когда я уже пришел в Министерство спорта, было очень много вопросов, которые требовали закрытия их, потому что это уже, можно сказать, конец года, и к концу года, как принято, есть много вопросов перед федеральными нашими ведомствами, которые перед ним надо закрыть. Но опять же, спасибо коллективу Министерства спорта, которые меня так хорошо приняли, и мы сразу, можно сказать, начали ту плодотворную работу, которую от нас сегодня требует. Подводя итоги лично для себя, что можете занести в актив, чем довольны, а что еще нужно изменить? В должности министра спорта я нахожусь 4 месяца, и подводить какие-то итоги мне сейчас чуть-чуть тяжело, но в то же время я хочу сказать, что год был такой очень непростой, очень насыщенный и мероприятиями, и строительными составляющими таких спортивных наших объектов, которых немало в этом году было, которые мы с Божьей помощью мы их закрываем, заканчиваем. К концу года, я думаю, мы выйдем на тот уровень перед федералами, который от нас требовалось. А какие объекты можно перечислить? Объектов у нас в каждом районе мы построили практически открытые спортивные площадки 800 квадратных метров, которые мы построили 2 больших фокота. Это в Мизури мы поставили открытого типа. И в Дигаре мы его заканчиваем тоже строительство этого фокота, которое, я думаю, очень хорошо и займет очень много детей в районах, которые будут заниматься, которые будут здоровый образ жизни преследовать. Поэтому это не может нас не радовать. У меня вопрос. В прошлый раз вы приходили и говорили, что ваша основная цель как министра – помочь спортсменам ни в чем не нуждаться, будь то выезды, экипировка. Но мы все понимаем, что сегодня, в принципе, финансовый кризис, и помочь всем очень сложно. Как с этим справляться? Сложности в каждом ведомстве, но есть какие-то выходы с этих ситуаций. Все равно, если говорить о финансовых составляющих, все равно мы сегодня видим поддержку, которая сегодня у нас спорту оказывается от руководства республики, от руководства в целом нашей страны. И я думаю, что таких каких-то невыполнимых задач на будущий год я не вижу. Я думаю, мы должны совместными усилиями со всеми задачами должны справиться. Это касается профессионального спорта или детского в том числе? Это касается профессионального спорта, массового спорта, детского спорта и вообще все, что связано со здоровым образом жизни и вообще в целом спорте. 2020 год, Олимпийский год, но все мы знаем, в каких условиях сегодня оказалась наша страна, наши спортсмены. Вот как считаете, вы как спортсмен в прошлом, как сегодня нужно поступить нашим ребятам, нашим спортсменам?
Некоторые федерации ведь Да, кто-то говорит, отказываются что не отправлять стоит выступать, кто-то будет выступать под нейтральным флагом. Да, Как правильно? это на самом деле очень такая щепетильная тема, да, которую обсуждать. Эту тему поймет человек, который готовился к этим играм, да, который за спиной, если повернется, там такой колоссальный объем работы сделан. И я не хочу искать виноватых, но по чьей-то недоработке или по чьей-то проблеме я не вижу смысла, чтобы наши ребята, не наши, в целом российские ребята, они отказывались от этих соревнований, потому что это мечта каждого ребенка — выйти на олимпийский пьедестал, посмотреть на него, встать на нее и осуществить всю ту работу, которую ты всю жизнь работал, которой переживали твои родители, которые твои близкие этим жили. Ты полностью был огорожен, скажем так, от других каких-то семейных вопросов, бытовых дел. Ты полностью был погружен в этом спортивном интересе. Я считаю, что наши спортсмены должны ехать и представлять себя, свою страну, своих близких, родных на этих соревнованиях. А вы считаете, это корректно, что некоторые федерации решают за спортсменов, ехать им или нет? Для меня это абсолютно непонятно, как они могут решать судьбу этих спортсменов. Ведь тренировались-то спортсмены, пахали спортсмены. Скажем так, чуть-чуть грубо скажем, свое здоровье оставляли на спортзалах же тоже спортсмены. И как им не дать шанс проверить себя на Олимпийских играх, это просто уму непостижимо. Ну да, даже если они поедут под нейтральным флагом, все ведь будут знать, откуда этот спортсмен и кого он представляет. Конечно. Нейтральный флаг будет подразумевать флаг Российской Федерации, насколько я это понимаю. И они, наоборот, должны вдвойне доказать всему миру то, что они должны и обязаны участвовать на этих соревнованиях. Если один человек где-то провинился и подвел какую-то команду, это не говорит о том, что я или другой спортсмен, он не должен выступать на соревнованиях, тем более на Олимпийских играх. Это мечта каждого ребенка и каждого спортсмена. И нельзя их лишать этой мечты. Ни в коем случае этого нельзя делать. В таком случае вопрос касательно уже нашей республики. Насколько олимпийских лицензий мы можем рассчитывать? Я вас чуть поправлю. Это не олимпийские лицензии. Олимпийские лицензии добывались в 2019 году, на 2020 год. В 2020 году мы ждем от наших спортсменов участия на Олимпийских играх, а потом уже ждем от них медали с Олимпийских игр, потому что по нашим подсчетам и по тем ребятам, которых мы видим, у нас около 15 человек мы рассчитываем, чтобы выступало на Олимпийских играх. А там еще будут коррективы, потому что лицензия, ведь она не именная. Во всех видах спорта лицензия, она не именные лицензии. То есть я могу добыть лицензию, а поехать за меня может быть другой, потому что в Олимпийский год я могу лидерство отдать. И поэтому сегодня мы 15 человек, на которых смотрим, ориентируемся и молимся, чтобы они попались на Олимпийские игры. Алан Анатольевич, в продолжении темы строительства спортивных объектов, которые мы упомянули ранее, как обстоят сегодня дела со строительством Дворца спорта? Наверное, самый актуальный вопрос касательно инфраструктуры. Да, вопрос очень правильный вопрос. И можно я сразу начну с того, что хочется поблагодарить главу республики Вячеслава Зелимхановича Бектарова, который под свой контроль взял вопрос Дворца спорта, 5000-го Дворца спорта. И на сегодняшний день мы составляем проектно-сметную документацию 5000-го нашего дворца по самым последним технологиям. Я знаю, вернее, что к концу марта, первых числах первого месяца лета проектно-сметная документация будет готова, а финиш строительства Дворца спорта рассчитываем в 2023 году, то, что этот объект будет сдан уже. Известно, где будет находиться и какие виды спорта вообще смогут там, представители каких видов спорта смогут там заниматься? Там будут заниматься, во-первых, там будут проходить очень все крупные масштабные соревнования, да, наши будут проходить. Там будет залы и для волейбола, и для баскетбола, и для еще множества видов спорта. Чуть-чуть мы еще дорабатываем, доделываем это наши желания, которые там будут находиться, поэтому чуть-чуть в этом плане заранее не отвечу вам на этот вопрос. А по месту? По месту тоже пока не готов ответить, честно. Это так. А если говорить, что у нас будет новый дворец спорта, тогда интересует судьба манежа. Он продолжит существование или реконструкция? Что будет? Это неотъемлемая часть нашего дальнейшего видения наших спортивных объектов, поэтому манеж это у нас, я считаю, что и вообще в далеком будущем он должен вообще считаться музеем, потому что манеж сколько соревнований принял, сколько соревнований на себе провел этих соревнований. Это легендарное место, которое нуждается в
реконструкции. Недавно вы посещали футбольную академию. Какая там ситуация, сроки сдачи объектов и кто там сможет заниматься? Да, в ежедневном порядке мы смотрим, наблюдаем за ходом строительства нашей футбольной академии. Это очень хороший проект, это нужный проект. Все мы знаем, какое место у нас в республике занимает футбол. Все мы знаем, как у нас любят футбол. Поэтому я считаю, что академия футбола у нас в республике должна быть. И слава богу, пришло то время, когда эта академия у нас в республике откроется. Мы планируем, что в сентябре 2020 года объект будет сдан, и он начнет уже свое функционирование. То есть осталось совсем ничего, да, буквально 9 месяцев? Осталось совсем ничего. Я же говорю, там днем и ночью работают рабочие, которые строят его. И я уверен, что к сентябрю, к первым числам сентября этот объект будет сдан. И получается, что лучшие представители спортшкол футбольных наших там будут попадать именно туда? Порядка 130 детей будут там жить, тренироваться, учиться они оттуда будут ездить в школы. То есть это будет полноценная академия. На основе такой, как находится в Краснодаре и наших московских топ-клубы, какие академии имеют, ровно такая академия у нас и будет. Я уверен, что у нее большое будущее будет, потому что, опять же говорю, там все профессионалы, все люди, которые разбираются в футболе, будут именно непосредственно заниматься этой академией. Здорово. Мне как к родителю, куда приводить ребенка? Территориально? Куда хотите. Территориальный вопрос, да? Да. Территориально она будет находиться рядом с санаторием Осетия, то есть одно из лучших мест для того, чтобы академия существовала. В 2020 году мы еще планируем завершить строительство тренировочного центра в городе Владикавказе на улице Цакалаева. Тоже очень большой проект, нужный проект, который разгрузит множество залов, которые у нас сегодня забиты тренировочным процессом. А что за тренировочный зал? Зал единоборств будет называться, там будут все стили спортивной борьбы. Именно борьбы? Да. Здорово. У меня вопрос. Вот 19-й год подходит к концу, и вы хоть и работаете 4 месяца всего лишь в министерстве, о чем жалеете? Есть то, что не получилось, и вы очень жалеете? Ну, я думаю, у человека, который хочет добиться какого-то положительного результата, бывает всегда такие вопросы, где он считает, что он не доработал, что они что-то могли большего сделать для республики, для спорта нашего. Я скажу, что в целом в республике мы провели очень много мероприятий в этом году, и как и крупных, так и массово спортивных мероприятий, но все равно есть к чему стремиться, есть мысли, которые мы хотим реализовать в 2020 году и которые мы непременно будем заниматься. И вот как раз про это я хочу спросить. В 2019 году, как вы сказали, было много мероприятий очень высокого уровня. Что ждет жителей Осетии в 2020 году? В 2020 году нас также ждет очень много крупных мероприятий спортивных, массовых мероприятий. В 2020 году мы планируем провести уже 4-й международный турнир «Аланы» на самом высоком уровне. Как показал последний турнир, мы собрали в нашей республике более 20 стран, что нас не может не радовать. В 2020 году мы хотим чуть-чуть усилить эти показатели. Также мы в 2020 году хотим на хорошем уровне провести международный турнир класса А по боксу памяти Исыплиева. Мы планируем провести турнир Суслана Петровича Андиева памяти, к сожалению, уже в этом и в следующем году уже памяти Суслана Петровича Андиева. И вообще, что касается турнира Суслана Андиева, мы его тоже хотим вывесить такой на определенный статусный турнир, потому что этот человек заслуживает этого, чтобы его турнир был слышен на весь мир. Постепенно, пошагово мы этим турниром будем заниматься. По художественной гимнастике у нас запланированы хорошие соревнования, по хоккею, по фигурному катанию. Ну и в 2020 году вы о них еще непосредственно слышите. Вы, кстати, затронули одни из самых проблематичных в плане условий видов спорта у нас в республике. Художественная гимнастика, хоккей. Ледовый дворец уже потрепан немного. В художественной гимнастике нет своего зала. Это как-то планируется решаться? Я с вами согласен, что стереотипа, что чем хуже условия, тем лучше результат, надо избавляться. Я абсолютно с вами согласен с этим. И работа ведется. Работа такая пока документальная, но очень нудная, очень тяжелая. Ведется по этим направлениям. И опять же, я надеюсь, что касается зимних видов спорта, мы эти условия поменяем. И вообще, касаемо условий, да, то я признаю это, я с этим согласен, что сегодня много спортивных объектов, куда не заслуживают наши сегодня
скажем так, и дети, и наши взрослые спортсмены, состоявшиеся спортсмены, которые сегодня добиваются больших побед, защищают честь республики и страны, может, скорее всего, они не заслуживают тренироваться в таких условиях. Над чем мы будем работать, мы будем и днем, и ночью работать, чтобы таких объектов становилось в республике все меньше и меньше. Слава Богу, что поддержка со стороны руководства республики мы имеем, а остальное дело за нами, будем работать в этом направлении. Алан Анатольевич, завтра Новый год, и мы, естественно, не можем вас отпустить домой, пока вы не поздравите вместе с нами всех зрителей телеканала «Осетия и Ристон». Дорогие жители республики, от всего сердца поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Уходящий год был ознаменован многими значимыми событиями. Все мы искренне радовались победами наших спортсменов, которые они завоевали своим упорством и трудом. Победа наших атлетов на международной арене доказала то, что Республика Северная Осетия является одной из самых сильных спортивных регионов нашей страны. Ну и мы присоединяемся к этим поздравлениям. Алан Анатольевич, вас также с Новым годом, с наступающим, и пусть 2020 год сложится как нельзя лучше. Спасибо. Мы прощаемся, друзья. До встречи в Новом году. Будьте здоровы и болейте за наших. Пусть побед в вашей жизни будет много. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Ура! С Новым годом! Всем привет! Хочу поздравить всех жителей Осетии с Новым годом. Я Руслан Кутиев. Я Давид Баев. Я Ростислав Солотейк. Я Хетек Забелов. Я Азамат Асеев. Я Руслан Дидеев. Меня зовут Арнелла Хитеева. Я Азамат Микоев. Меня зовут Габи Савагалина. Хочу поздравить всех с наступающим 2020 годом, пожелать нашей республике процветания. Чтобы в новом году у вас были силы и возможность добиваться своих целей и исполнять свои мечты. Пусть всегда будут поводы улыбаться и радоваться. Счастья, здоровья, любви и добра. Исполнение всего задуманного, семейного благополучия, процветания. Верьте в чудеса, верьте только в лучшее и никогда не опускайте руки. Чтобы все невзгоды обходили вас стороной, и чтобы все цели и задачи, которые вы поставите перед собой, были обречены на успех. Пусть в старом году останутся все наши неудачи и невзгоды, а Новый год принесет всем счастье и только победы, и только самые положительные и самые радостные моменты. Крепчайшего здоровья вам и вашим родным и близким. А нашей любимой республике хочу пожелать побольше спортивных побед и побед в других отраслях жизни. И чтобы все наши спортсмены в будущем году добивались только положительных результатов. Всех с наступающим Новым годом. С Новым годом. А всех жителей республики с Новым годом. С новым 2020 годом.